Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. В Таджикистане планируют запустить стратегию долгосрочного развития с низким уровнем выбросов. Об этом сообщили в Комитете по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. Процесс подготовки документа обсужден при участии специалистов Министерства финансов Республики. Стратегия станет ключевой, определит долгосрочные приоритеты и меры по достижению углеродно-нейтрального и устойчивого развития страны. Этот стратегический процесс направлен на формирование введения низкоуглеродного будущего Таджикистана с учетом национальных приоритетов, международных обязательств в сфере изменения климата и других важных аспектов развития. Стратегия позволит Таджикистану перейти от краткосрочных мер к системному долгосрочному планированию низкоуглеродного развития, укрепив позиции страны в международном климатическом диалоге, где Таджикистан и так занимает лидирующие позиции благодаря своей активной позиции в вопросах воды и климата. По состоянию на октябрь 2025 года, согласно данным рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, в мире зарегистрировано 79 стратегий долгосрочного развития с низким уровнем выбросов. А среди стран Центральной Азии на сегодняшний день только Казахстан имеет утвержденную стратегию. В современную эпоху отношения Таджикистана и России в сфере образования продолжают развиваться. В этом контексте в городе Душанбе состоялась международная научная конференция на тему сотрудничества Таджикистана и России в области науки и образования, состояния и перспективы. Репортаж наших корреспондентов о ходе данного мероприятия далее в материале. В современную эпоху отношения Таджикистана и России в сфере образования продолжают активно развиваться. В этом контексте в городе Душанбе состоялась международная научная конференция на тему сотрудничества Таджикистана и России в области науки и образования, состояния и перспективы. Мероприятие было организовано Академией наук Таджикистана, Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций России и Институтом изучения проблем стран Азии и Европы при поддержке Национального института коммуникаций. В работе конференции приняли участие ученые, исследователи и представители научно-образовательных учреждений обеих стран. Основная цель – укрепление научного и образовательного сотрудничества между Таджикистаном и Россией, обмен современным опытом и обсуждение перспектив совместных научных проектов, что создает благоприятные возможности для взаимодействия ученых двух дружественных государств. Представители обеих стран отметили, что развитие сотрудничества в сфере образования играет важную роль в укреплении дружеских связей и подготовке специалистов международного уровня. В рамках стратегического партнерства двух стран год от года увеличивается число таджикских студентов, обучающихся в российских вузах. Только за последние годы тысячи молодых таджикистанцев при поддержке правительства обеих стран продолжают обучение в ведущих университетах России. Аналитики подчеркивают, что развитие образовательного сотрудничества оказывает положительное влияние не только на качество обучения, но и на укрепление культурных и экономических отношений между Таджикистаном и Россией. Следует отметить, что в настоящее время в рамках стратегического партнерства между правительствами Республики Таджикистан и Российской Федерации на территории Таджикистана действует 5 совместных русскоязычных образовательных учреждений в городах Душанбе, Бохтар, Кулоб, Худжанд и Турсунзаде. В этих школах обучение ведут преподаватели из России и Таджикистана. Кроме того, реализуется программа обмена опытом между таджикскими и российскими педагогами, в рамках которых проводятся семинары, курсы повышения квалификации и занятия по изучению русского языка. По инициативе Управления культуры города Душанбе в городской библиотеке имени Абулкасима Лохути прошло научно-культурное мероприятие к столетию Ходжи Шамсуддина Мухаммада Хафиза Ширози, одного из величайших поэтов персоязычного мира. Научно-просветительскую конференцию, посвященную 700-летию великого персоязычного поэта и мастера газели Хафиза Ширази, посетили ученые, писатели, поэты и любители классической литературы. Мероприятие было направлено на то, чтобы отдать должное творчеству и научному наследию Хафиза, чьи слова преодолевают границы и времена. В ходе конференции отмечалось, что Хафиз Ширази своими проникновенными газелями создал великую школу любви, мудрости и высокой нравственности. В своих произведениях он воспевал божественную любовь, человеческую чистоту, справедливость, истину и духовную красоту, а его поэзия до сих пор вдохновляет читателей в разных странах мира. Культурная программа включала чтение знаменитых газелей, исполнение классических песен и презентацию редких книг из собрания городской библиотеки имени Абулкасима Лохути.
Также был организован выставочный уголок «Хафиз. Поэт любви и просвещения», где представлены старинные экземпляры дивана и научные исследования и его творчества. Празднование 700-летия Хафиза Ширози подчеркивает важность персидско-таджикской литературной традиции и ее духовного наследия. Поэзия Хафиза продолжает нести людям послания мира, любви и красоты, оставаясь актуальной и вдохновляющей для современного поколения. В образовательных учреждениях страны регулярно проводятся кружки и акции, направленные на формирование экологической культуры среди учащихся, ведь воспитать любовь к природе – одна из главных задач педагогов. Подробности об этом смотрите далее. В рамках совместного планирования Главного управления охраны окружающей среды и Главного управления образования города Душанбе проводятся разнообразные экологические мероприятия. Недавно при участии специалистов экологического ведомства в гимназии номер 1 для одаренных учащихся столицы прошло эколого-просветительское занятие. Мероприятие было организовано в рамках международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 и направлено на формирование экологической культуры у школьников. В ходе тренинга участники узнали о значении экологии как науки, изучающей взаимосвязь живых организмов и окружающей среды, функционирование экосистем и условия их устойчивого развития. Особое внимание уделялось теме международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» и ее роли в реализации целей устойчивого развития. Подобные инициативы направлены на просвещение населения и формирование экологического сознания. Активно способствует созданию благоприятных условий для жизни в столице. Именно поэтому специалисты Главного управления охраны окружающей среды регулярно проводят подобные мероприятия в учебных заведениях организации и на предприятиях Душанбе. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.